Ваше Святейшество, уважаемые участники собора, вчера в преддверии собора работала научная секция, на которой состоялся содержательный разговор о жизни и деятельности святой Марии Ясыни, аланской княжны, княгини Владимирской, жены Всеволода Большое Гнездо. Вчера же здесь выступили творческие коллективы нашей республики, Северной Осетии, Алании. Такой интерес и внимание к личности великой княгини Марии вполне оправдано. По-русски ясы, в других языках асы, осы. Это средневековое название народа, который сегодня известен как осетины. То, что к личности Марии Ясыни было обращено пристальное внимание, вполне оправдано еще и тем, что на наших глазах набирает силу дискредитации исторических деятелей, внесших особо заметный вклад в величие России. Примером этого может служить не так давно состоявшаяся атака на личность Александра Невского. Опорочить его не удалось, несмотря на пороки лжи и грязи, которые были вылиты разоблачителями. Сделать это не позволил страстный талант и апостольский дар красноречия святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это пример того, как неистово надо бороться за правду. Кстати, в Республике Северная Осетия, Алания, в городе Владикавказе, начались масштабные строительные работы по возведению храма Александра Невского. Это будет грандиозное сооружение, самое большое, высокое в нашей республике. Мы, современные граждане России, от мала до велика, как никогда сегодня нуждаемся в понимании времени, исторической определенности, в осознании своей личной пользы, в своем предназначении в этом мире, острой необходимости друг другу. Необходимо также массовое воодушевление живым и искренним чувством правды о нашей великой России. Иначе победа будет на стороне тех, кто стремится нашу страну превратить из веками сложившейся единой культурной общности в механическую совокупность не вполне дружественных этносов, которые не хотят видеть друг в друге соотечественников. Есть прописные истины, достойные постоянного напоминания. Одна из них та, что Россия существует как кавказское государство. Или еще точнее, кавказские территории – неотъемлемая часть России. При всех коллизиях и подчас трагических русский народ, строитель российской цивилизации, не устраивал плавильный котел народов, и у каждого составляющего Россию народа сохранилось прошлое, есть общее настоящее и общее будущее. Мы же должны не упустить исторический шанс, открыто и без колебаний поддержать усилия нашего президента Путина Владимира Владимировича, который борется за сохранение и укрепление этнического и культурного облика страны без консультаций с кем-либо, кроме собственного народа, без оглядки на то, нравится это кому-то или нет. Пока Евросоюз, это спрятанное в словесной шелухе чудовище, пожирает национальный суверенитет, мы должны озаботиться своими истоками, своим историческим опытом, как благодарные и бережливые наследники. Нам нечего стыдиться, нечего прятать. Вся многовековая история России со всеми победами и поражениями, взлетами и падениями, радостью и трагедиями, вся она наша, любимая и единственная Родина. Россия – это сама наша жизнь, длящаяся века и тысячелетия. Мы – часть ее, участники и свидетели непрерывной, продолжающейся истории. Мы гордимся Россией, мы благодарны ей, своему великому Отечеству, за мужество и гуманизм, за любовь и доброту. Служить России, Отечеству своему верой и правдой, словом и делом – это великое счастье.
Всемирный Русский Народный Собор за сравнительно короткое время доказал свою пользу. Желаю собору успешной работы и достижения поставленных целей. Также поддерживаю обращение к мыслящим людям России с призывом «Верим в себя, в свой народ, в свою цивилизацию». Спасибо за внимание.